В эти дни в Ингушетии особенно жарко. Столбики термометров местами доходят до 40 градусов. Основная опасность заключается в том, что высокая температура воздуха может способствовать перегреванию организма, то есть привести к обезвоживанию и тепловому удару. За этим может последовать нарушение сердечно-сосудистой системы, вплоть до потери сознания. Аномальная жара, она негативно влияет на здоровье человека. Из-за обильного потоотделения нарушается водно-солевой баланс в организме, в результате ухудшается общее самочувствие человека, нарушается питание мышечных клеток, работоспособность организма снижается, увеличивается частота сердечно-сосудистых приступов. В период аномальной жары обычно обостряются заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, возможны приступы стенокардии, гипертонические кризы возможны. В Ингушской республиканской клинической больнице в этом году не фиксировались случаи, когда жители обращались за помощью после аномально жаркой погоды. Но медики пока не спешат делать заявлений, так как дожди закончились совсем недавно и знойная пора настала только сейчас, поэтому врачи дают свои рекомендации. Для предотвращения обезвоживания организма в жару желательно употреблять побольше жидкости и, в частности, минеральную воду с содержанием электролитов, в частности, калий, кальций, натрий. Также во время аномальной жары желательно вместо горячих блюд употреблять в пищу холодные блюда предпочтительнее. Также в жару следует носить легкую необтягивающую одежду из натуральных тканей, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно с 11 до 17 часов. Люди выстраиваются в очередь, покупая мороженое и холодные напитки. Но опять-таки мороженое, яйца, шилхи, манек, выкручиваются до бахкинах, особенно арцбялшках. В принципе, нравится лето, но я больше люблю холодные погоды, когда лето, дождь и немножко попрохладнее. Например, в начале июля нам же было прохладно, был дождь, и мне нравилась эта погода. А вот сейчас, последние дни, если честно, не особо. Это мое. Я не особо хорошо переношу жару. Как справляюсь? Покупаю там холодную воду, если вышла там куда-то погулять и так далее. Можно носить солнечные очки, зонтик. Если бы я, например, сейчас был на море, то очень бы нравились. Слишком много аномальной жары, слишком большой период аномальной жары, это, конечно, трудно. Приходится под кондиционерами сидеть. Из-за этого, нерв продул себе, с костылем хожу. Если молодежь и старшее поколение жалуются на жаркое лето, то дети, напротив, обожают это время года. Нравится тебе лето? Да. Мне нравится, потому что можно на кафе идти, еще можно гулять, а то зимой можно заболеть. И не выпускают, да, из дома? Угу. Между тем, в Ингушетии введен особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей республики придерживаться определенных правил во время отдыха. По требованиям пожарной безопасности категорически запрещается разводить какие-либо костры. Тем более именно в местах лесного массива. Поэтому выезжать, если уже брать готовую еду с собой, чтобы не разводить. Опять же, по требованиям, если разводятся костры, опять же, это не лесной массив, то делается углубление с 30 сантиметров глубиной, обкладывается камнями и разводятся костры в безветренную погоду. После того, как человек закончил с приготовлением пищи, это жарить мясо, то он должен затушить и закидать землей. Опять же, уголь, который он за собой оставляет. И, конечно же, мусор не оставлять. Даже разбитое стекло, которое оказалось в траве, в случае высыхания сухой травы и жаркой погоды, то может в виде лупы именно лучи образовать, и сухая трава может загореться самопроизвольно. Жатва озимых в самом разгаре, а значит, риски пожаров высокие. Сотрудники МЧС настороже. Нередко именно на аграрных полях происходит возгорание. Речь идет как о естественных, так и природных причинах. Летом, как правило, техника перегревается, одна искра и пожара при сухой растительности не миновать. Техника, которая используется при уборке, по уборке урожая, она должна быть обязательно оборудована искрогасителями на
глушителях, чтобы именно какая-нибудь окалина не попадала именно на саму колосовую культуру и не загорелась. Также должны быть проверены огнетушители, это первичные средства пожаротушения, и в каждой технике они должны быть установлены, проверены, исправные, с паспортами. И весь персонал, который задействован именно в сезон уборки, они должны проходить инструктажи, они должны быть обучены пользоваться огнетушителями, именно первичным средством пожаротушения. В этом, как и в прошлом году, никаких сообщений о возгорании сельхозугодий не поступало. Тем временем расслабляться все же не стоит. Пожар может произойти за считанные секунды. Большие поля разбивают, как правило, по 50 гектаров, чтобы в случае ЧП легче было локализовать опасный очаг. Такие клетки делаются, между ними комбайн проходит, проще говоря, именно для того, чтобы в случае загорания, чтобы было легче и потушить, и все поле не пострадало. Именно. И также до созревания еще колосовых культур над дорогой, по обочинам дорог, именно делается обкос не менее 3 метров во избежание загорания. Опять же, от проезжей части это может быть и окурок выкинутый, непотушенный, может попасть на сам урожай и загореться. Чтобы этого не допустить, делаются обкосы не менее 3 метров. В МЧС надеются, что жители и туристы с пониманием отнесутся к мерам противопожарной безопасности, а медики, в свою очередь, советуют укрываться под кронами деревьев и пить как можно больше простой воды без газа. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.